Здравствуйте, мои хорошие! Добро пожаловать на канал Магия Песка. С вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал, смотрите мое видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях и лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину. И мы с вами узнаем, что за мужчина скоро к вам придет. Кто он такой и зачем он к вам идет, зачем он к вам придет. Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте, пожалуйста, свой срок. И давайте посмотрим, что за мужчина скоро к вам придет и зачем. Я прошу высшие силы ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Высшие силы водят моими руками, закрой мне то, что сейчас не скрыто. Это очень важно, знать. Ой, голова большая у мужчины, умный мужчина придет. Умный, талантливый, интеллигентный, хорошо воспитанный. Человек, который умеет и стремиться к тому, чтобы вот прям все контролировать, чтобы все было правильно, чтобы все было по полочкам разложено, чтобы все было на своих местах. Человек педант, человек очень аккуратный, как и в делах, так и в личной жизни. У него все везде схвачено, все везде договорено. Человек, прежде чем что-то сделать, прям, знаете, такую прям стратегию разрабатывает, практически 100 из 100, да, насколько это возможно. Очень мало у него в жизни промахов, очень мало в жизни ошибок. Вообще мне идет какой-то интеллектуал, если честно. Грамотный, профессиональный, серьезный и очень авторитетный. Вот прямо в корне рисунка он сидит. Сдается мне, что он придет в вашу жизнь для того, чтобы вам с чем-то помочь, либо в чем-то помочь. Какая-то помощь профессиональная, какая-то, как ответственность, да? Ответственность, дела, важные вопросы, решения, подсказки, деятельность. Знаете, либо он с законом связан, закон, право, да, силовые всякие структуры, либо он связан, может быть, с медициной, с точными науками, да, там, где нужно тоже думать головой. Но в любом случае очень крутой мужчина мне показан, очень крутой. По возрасту здесь не могу вам сказать. Но если мы говорим о ментальном развитии, то человек там прям значительно старше вас выглядит. Но действительно умный. Его жизнь — это наука. Его кредо — это постоянно обучаться, совершенствоваться, что-то новое узнавать. Смотрите, вижу, что вы будете связаны с этим человеком каким-то профессиональным делом. Да? Между вами именно какие-то деловые связи просматриваются. Очень хорошую помощь вам этот человек окажет. Да? Либо если это профессиональные услуги, вы будете очень довольны, что именно с этим человеком вы общаетесь, сотрудничаете, ведете свои дела. Если мы говорим про медицину, возможно, это самый лучший специалист из тех, кого вы знали, видели, с кем имели возможность пообщаться, повстречаться. Этот человек помогает что-то делать, что-то решает, чему-то обучает, что-то для вас готовит. Хороший человек, умный человек. Общение. Смотрите, общение будет деловое, уважительное. Но если вы немножечко добавите пару ноточек каких-то дружеских, улыбочек, не знаю, ужимочек женских, дела пойдут гораздо лучше. Реально пойдут лучше. Вы очень симпатичная женщина. Вы обладаете невероятной женской энергетикой. И поверьте, это как стимул для этого мужчины. Да, помочь красивой женщине, решить какие-то сложные вопросы для этой прекрасной женщины. То есть вы будете довольны, он тоже будет доволен, и все у вас тут удачненько сложится. Каких-то ворон он от вас отгоняет. Вороны либо это какие-то злые, агрессивные люди, либо это какие-то проблемы, да, серьезные такие, крикливые,
назойливый, что-то он от вас отгоняет, от чего-то он вас оберегает, либо защищает. В принципе, здесь очень хорошее общение идет. Вам понравится. Вам очень и очень понравится. Так, еще. Здесь показан мужчина без лица. Либо мужчина, который скрывает свое лицо. Ну, это тайный поклонник. Точно, это тайный поклонник, девочки, тайный поклонник. Тайный поклонник, который устал быть тайным. То есть человек был без лица. Возможно, вы ощущали, вы понимали, что кто-то есть. Может быть, с этим человеком вы общались в интернете. Кстати, интернет мужчин тоже показывают часто без лица. То есть человек мог придумать себе любой аватар, да, любую там фотку скачать с интернета и поставить как свою аватарку. Вот, вы, конечно, головой понимали, что, возможно, это не он. И так к нему и относились, как к какому-то безликому. Этот мужчина с левой стороны. Этот мужчина либо решится, наконец-таки, вот себя открыть, показать, да, лично, например, прийти к вам навстречу. Либо это будет какое-то видео, да, видеосвидание, когда по видеозвонку вы будете с ним общаться. Этот мужчина вами очень сильно заинтересован. И есть, и был, и будет. Будет пытаться произвести на вас максимально благоприятное впечатление. Но у вас такая чуйка, у вас такая интуиция, вы сразу почувствуете неладное. То есть вы этого человека буквально на каждом слове будете палить. И вы прям вот жестко как-то с ним будете говорить. Как-то разочарование у вас идет в этом человеке. Разочарование. Если это какой-то интернет-знакомый, если это тайный поклонник, тут, извините, тоже будет разочарование. Потому что, судя по всему, личность этого человека вам не понравится. Либо не такого человека вы желаете видеть рядом с собой. Не могу сказать, что с ним будет не так, либо что конкретно вам не понравится в нем. Но то, что не понравится, это точно. Как-то вы так холодно, и чуть ли не куда дальше пошлете. Ну, откроется. Устал терпеть, да. Хочется вас, хочется быть с вами. Наверное, недостоин вас. Опять же, у вас очень крутая интуиция. У вас прям чуйка на всяких нехороших личностей, либо недостойных вас личностей. Откажете. Вижу, что откажете. Даже не просто откажете, не позволите. Не позволите рядом с собой находиться. И, кстати, правильно сделаете. Этот человек у вас вышел с левой стороны. То есть, в принципе, что-то такое мутное, непонятное и никчемное. Так, с правой стороны я вижу у вас какое-то невероятное случайное знакомство. Знакомство в каком-то, ну прям совсем необычном месте, но вокруг вас будет много людей. Ну, допустим, в метро, в магазине, в торговом центре, в парке, да, может быть, на каком-то представлении. Вы познакомитесь с человеком в необычном месте, как-то столкнетесь даже с этим человеком. Столкнетесь. Первое впечатление об этом человеке у вас будет негативное. Скажете: о, медведь, да, смотри под ноги, куда лезешь. Типа, это моя очередь, да, либо это мое, да, какое-то такое впечатление. Еще будете на него так фыркать, скажете: фу какой. Вот. А мужчина на самом деле очень симпатичный, очень интересный. И мужчина, смотрите, вы на него среагируете как-то агрессивно, а он на вас наоборот, очень положительно среагирует. Там извиняться будет, говорит: мне очень жаль, да я не хотел, да уж примите мои извинения. Вы еще такая скажете: о, какой назойливый, фу. Да, вот как-то прям выскажете ему. Смотрите, один раз вы столкнетесь. И потом в тот же день, буквально в тот же день, а может быть и в тот же час, вы опять с этим человеком столкнетесь. Но тут уже что-то поменяется. То ли вы его рассмотрите, то ли дадите ему возможность, не знаю, принести вам свои извинения еще раз. Вот, очень приятное знакомство идет. Под конец вашего разговора вы будете просто под впечатлением. Да, какой хороший, какой миленький, какой славненький. Смотрите, именно этому мужчине вы либо свои соцсети скажете, либо вы дадите свой номер телефона. Вот сами себя не узнаете. Будет ощущение, что вы под гипнозом. Да? Вот очаровал меня этот мужчина, и я ему даю свой номер телефона, я ему сообщаю свои соцсети. И знаете, в тот же
вечер, скорее всего, да, этот мужчина вам напишет. Напишет, и вы прям будете ждать, пока он вам напишет. Когда напишет, вы прям счастливо себя почувствуете. Сдается мне, что здесь показано начало новых отношений романтического характера. Хорошенький мужчина, да и вы не менее хорошенькая женщина. И вот вас как высшие силы сведут, что ли, да, друг с другом познакомят. Здесь симпатия. Симпатию я вижу, и симпатия достаточно сильная. Притяжение, симпатия идет. Смотрите, у кого-то из вас отыграется, что вы прям встретите свою родную душу. Человека, с которым вы, например, в прошлых воплощениях были вместе. Прям почувствует, душа почувствует, да, что человек не чужой, что человек родной. Общение я у вас, если честно, вижу такое больше, как звонки, переписка. Я не вижу у вас каких-то прям свиданий ежедневных. Они будут, но они какие-то вот скудные, редкие. Может быть, человек занимается такой деятельностью, да, которая отнимает все его свободное время. Может быть, он какой-то приезжий человек, да, вот там периодически приезжает. Но больше вот как переписка, как созвон у вас идет с этим человеком. Но, чтобы вы для себя понимали, вот он ангел стоит, видите, ангел крылья расставил под одним крылом, вы стоите под другим крылом, этот человек стоит. То есть здесь ангел, ваш ангел-хранитель, да, либо такой небесный покровитель, сводит двух людей, и он же их защищает. Защищает. Здесь не просто так все. Не просто так. И вы с каждым днем будете в этом убеждаться, что это все было не просто так. Для чего этот мужчина придет? Для того, чтобы с вами познакомиться. Ангел его приведет. Ангел, понимаете, здесь какой-то тайный замысел судьбы. Здесь высшие силы что-то решили для вас и для этого человека. Поэтому вы встретитесь, поэтому вы познакомитесь. Кстати, этот мужчина станет как причиной, да, для зависти. Кто-то из ваших знакомых женщин будет вам завидовать, что вы с таким мужчиной общаетесь, либо что такой мужчина на вас обратил внимание. Да, и могут обсирать этого мужчину, чтобы вы от него отказались, а эта женщина могла там быстренько подсуетиться и с ним познакомиться. Не делайте глупых ошибок, не рассказывайте всем подряд, что вы вот с ним познакомились. Либо не знакомьте своих подруг с этим мужчиной. Да? Меньше знают, крепче спят. Это не обязательно сразу знакомить. Вы сначала сами хорошо познакомьтесь, потом уже будете решать, что делать дальше. Хорошее знакомство, да, и вы очень хорошие люди, как-то хорошо друг к другу подходите. Вы прям чувствовать друг друга будете. Прям чувствовать. Мужчина, смотрите, он на крыле птицы стоит, то есть он куда-то ездит, уезжает. Может быть, в принципе, он пилот, да, и он постоянно в полетах находится, а может быть, он моряк. Поэтому, мои хорошие, здесь как созвон и переписка идет. Но здесь тайный замысел судьбы. Как ни крути, тайный замысел судьбы идет на то, чтобы вы познакомились. И вы познакомитесь. Судьбоносное знакомство идет. Над ним звезда горит. То есть она говорит о том, что мужчина очень успешный, либо сейчас, либо успешным станет. Взойдет его звезда. А у вас, с вашей стороны, здесь корона. Корона, то есть благодаря вашей усидчивости, вашей трудоспособности и вообще вашему прекрасному уму, интеллекту, вы корону обретете, да? Где-то станете самой главной, самой важной, вас назначат на какую-то должность, да? Либо вас признают, да? Вы наша королева. Хороший момент. Вы два очень успешных и перспективных человека, и вы познакомитесь. Возможно, вы будете друг другу помогать, подсказывать, а возможно, вы должны стать мужем и женой, возможно, вы должны родить прекрасного, талантливого ребенка. Здесь у судьбы очень конкретный замысел. К сожалению, его не показали, просто показали ваше знакомство и как вы будете с ним общаться. Но поверьте, оно того стоит. Высшие силы не дурного для вас хотят, но очень хорошего. И вы в этом точно убедитесь. Так, мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.